Ананий Прокопьевич Размыслов. Когда говоришь это имя, то перед глазами встает портрет молодого человека, такого интеллигентного вида, в очках, задумчивого. Ананий Размыслов родился 6 ноября 1915 года в селе Палиевцы, это сейчас Республика Коми, в деревне Сотчем. И погиб 30 сентября 1943 года в селе Большая Кахновка на Украине, в саду у одной женщины. После ранения его привели туда солдаты, но к утру он погиб. Ананий Размыслов, будучи молодым человеком, работал редактором республиканского журнала «Ордым», который сейчас называется «Войвкоджув». Но это очень знаменательное событие в жизни молодого человека, я думаю, и рост в литературе. А далее он учился в Вологде, в дорожном техникуме, и был дорожником, строил дороги. И я вот вижу, что в его произведениях мотив пути, поиск своего пути в жизни очень силен. Это один из главных его образов, можно сказать, тоже. Но после этого, несколько лет проработав, он все-таки снова вернулся в профессиональную литературу. О чем писал Ананий Размыслов? Он был молодым человеком 30-х годов. Вот вся эпоха в его произведениях, но отображена лирически. Такой сквозной фон его произведений – это луна, ночное небо, восход и закат, цветы. В общем-то, мы видим такая традиционная наша северная природа. Да? И вот на фоне такой обычных картин, скажем так, да, разворачивается эмоциональная жизнь лирического героя. Ананий Размыслов прожил недолгую жизнь. Как, кстати, если вспомнить Лермонтова. Ну, давайте подумаем, что же он успел сделать за это время. У него в каждом стихотворении поиск самого себя. Это человек ищущий. И каждое его стихотворение последующее как будто бы чем-то напоминает предыдущее. Как будто это фрагменты какого-то одного большого произведения. Возможно, промежуточным произведением стала и поэма «Медведжья любовь». Ее значимость в коми-литературе уже в том состоит, что это первая лирическая поэма. Да? Поэма – это лироэпический жанр, да? А есть еще чисто лирическая, так и оценивают, потому что здесь все эмоции, все переживания. И, возможно, самая большая работа у него была бы еще впереди. Но уже то, что создано, вы знаете, это такие два издания, тонюсенькие, можно сказать. Но ты почему-то погружаешься полностью в них, когда читаешь, потому что они полны эмоций. Анания Размыслова, можно сказать, и критиковали за его вот эту задумчивость, за особенный лиризм. Да? Он не писал громко о новых стройках 30-х годов, да? О колхозном строительстве, о лесной промышленности и так далее. Это тоже у него было, но не это было главным. И раньше ведь действительно критиковали, как и Куратова, за пессимизм, например. Писал он о родине, о любви, о друзьях. И самые известные, пожалуй, его произведения – это «Медведжья любовь», поэма, и стихотворение «Воклы брату», которое он написал с фронта для своего младшего брата Миши. Но это стихотворение стало как бы выразителем вот этого молодого поколения, сражающегося за свою родину.
И мне бы сейчас хотелось обратиться к поэме «Медвежья любовь». Шинман чужий пемет, щелом нокшис, октад, вылы пемет рыта, вой, октад, кудивадор сад елокшис, моразбердыш паледыш нудой. Муса юрт, сугдуман юра йонта, минамолом гашка, теющ руд, саманшуа, чужан муным понда, вирвой тщетно, лыдя ащем шуд. Томщань ты над вылы пöш зевщелом, олын яра, пöшур ты над эрд. Бура помалын и ащедолом, кыджикола панадалын смерть. Обращается к другу, говоря, что он понял, как нужно жить. И вот перевод Федора Щербакова этого отрывка. «Потемнело все от этой речи, и не помню, вечер был или ночь, и не помню, как в лесок у речки из поселка убежал я прочь. Милый друг мой, о, как тяжело мне, поменялся б я с судьбой твоей, отдал ты, мы это будем помнить, жизнь за счастье Родины своей. Жизнь твоя была струей горячей, и в труде колхозном, и в бою. Справился ты со своей задачей и достойно отдал жизнь свою». Эти строки могут сейчас даже вызвать улыбку, наверное, у молодого поколения. О каком таком колхозе говорится, да? О каких боях за Родину. А это жизнь наших родителей, наших бабушек, дедушек и у молодого поколения прабабушек и прадедушек. И как это все перекликается с нашей жизнью. Опять бои за Родину. Опять надо решать, как тебе жить. Хотя этот вопрос всегда встает перед людьми на определенном этапе и не один раз в жизни. И если мы будем обращаться к литературе, то мы найдем очень много ответов на наши вопросы. В зале Комлитература в 1930-е, 1950-е годы основным разделом является развитие литературы в годы Великой Отечественной войны. Отдельные комплексы экспозиции посвящены погибшим писателям и вернувшимся. И, конечно же, среди погибших одним из самых талантливых поэтов Коми земли предвоенные годы был Ананий Прокопьевич Размыслов. Представлена его гитара. Кроме этого, представлены фотографии, рукописи и книга. Книга, конечно, это очень ценный экспонат. Она вышла у поэта в первых числах июня 1941 года. И название книги «Медвежья любовь», то есть «Первая любовь». Эту книгу в нашем музее мы называем еще раненой книгой. Почему? Потому что перед самым уходом на фронт ее поэт подарил своему другу, также впоследствии поэту-фронтовику Серафиму Алексеевичу Попову. И почему раненый? Потому что Серафим Попов, это мы знаем из его рассказов, говорил, что книгу взял с собой на фронт и постоянно носил в кармане, на грудном кармане гимнастерки. И однажды в бою осколок снаряда попал именно в книгу. И одной части обложки этой книги, одна часть обложки отсутствует. К сожалению, в годы войны Ананий Размыслов написал всего лишь одно стихотворение. Оно было посвящено брату, младшему брату Мише. И это стихотворение у нас представлено в экспозиции и написано в 1942 году. Мы знаем из его фронтовых писем, письма его хранятся в Национальном архиве Республики Коми, что в это время, в этот период поэт был на Западном фронте. И выдалась свободная минута, свободные часы, и он написал письмо родителям, и в этом же письме сочинил стихотворение младшему брату Мише. В этом стихотворении поэт обещает, конечно, вернуться с войны, просит не грустить, что, вот, например, такие строчки. «Ыджит чолем минам донавок, ылырыты бывщань, ыджит вокщань, тава гожам гашка огналог, но эншокщи,
Ньотитен шокщи. Отгони свою пустую грусть. Я скажу, братишка, откровенно, этим летом, может, не вернусь, но вернусь домой я непременно. И все представленные экспонаты в разделе развития ком-литературы в годы войны очень точно и подробно рассказывают и о творчестве Анании Размыслова, и о его фронтовом пути. Что можно сказать в конце? Мы задаемся вопросом сейчас. А вот коми-литература, коми-поэты, писатели, драматурги, все эти тексты, они будут только в музее в скором времени. Это просто архив коми-культуры? Или это живое существо, живое слово? Но я живу с коми-литературой, да, я общаюсь с поэтами и писателями, не только живыми, но и теми, кто оставил нам свое наследие. И для меня это живое. Вот эту жизнь кипучую, жизнь внутреннюю, очень часто драматическую и трагическую, но все-таки счастливую можно увидеть, осознать, впитать в себя в коми-литературе.